Рады видеть вас на литературно-музыкальном вечере, посвященном народному поэту Республики Коми Виктору Кушманову «Родину пою и человека». А начнем мы его с просмотра фрагмента фильма «Ненаписанная книга». Февраль 2004 года выдался на удивление не очень холодным, но зато метельным и заснеженным. Сыктывкар жил своей обычной жизнью. В 15 часов здесь опускаются сумерки, и жители после рабочего дня спешат домой, в свои уютные квартиры. Уже к 20 часам улицы заметно пустеют. В общем, обычная жизнь обычного провинциального города. 17 февраля Виктор Витальевич Кушманов тяжелой походкой поднялся в свою однокомнатную квартиру. Через месяц у него юбилей – 65 лет. Мысленно он уже представлял лица дорогих, близких ему людей, как они будут его поздравлять, как он сам будет читать стихи, как зазвучат песни. О чем думал Виктор Кушманов в тот последний зимний вечер 17 февраля? Он успел написать только 2 строчки. «Анна да Мария, вот и вся Россия». Говорят, так он хотел назвать свою новую книгу. Мы ее уже никогда не прочитаем. Жаль. Кушманов, вспоминает Валерий Туркин, всегда записывал стихи на каких-то клочках бумаги, а то и на спичечном коробке. Среди поэтов республики Виктор был самым неисправимым романтиком. Любовь к родным местам звучала чуть ли не в каждом стихотворении. Казалось, еще немного, и она зальет всю землю. Говорят, однажды ночью поэт Виктор Кушманов и его друг, актер театра драмы Петр Калютенков, возвращались в гостей. На улице никого, только свет фонарей, изредка проезжающие машины, да искрящийся, как в сказке, снег. И тогда Виктор Кушманов сказал: «Петя, а ведь это наша Родина, давай на Родину поцелуем». Друзья встали на четвереньки и припали немыми губами к снегу. Вдруг перед ними вырос милицейский УАЗик. «Мужики, что это вы тут делаете?» «Родину целуете». С понятием оказались стражи порядка. Уехали. Счастливым быть в своем краю, где пели над тобой бай-бай, пою, над берестяной колыбелью, и думать молодость свою, а может, вовсе не свою, забыв о горе и веселье. Всю зиму белые метели, дорогу видно еле-еле, в сарае сохлась колыбель, берестяная колыбель. Живу в деревне я неделю, в правлении споры об апреле. Я тоже жду тебя, апрель. Нет, память мне не изменила. Портреты, лавки, длинный стол и густо выкрашенный пол. В тарелках хлеб и соль, по-прежнему все сердцу мило. И кажется, за занавеской и за большой русской печкой с веселой нежностью в глазах все песни детства притаились.
Я ощущаю сладкий страх перед листом бумаги белой. Да и вообще, не до бумаг. Ну, как ее пересказать? Простую тайну приобщения к тому, что было от рождения, природа, Родина и мать. В статье «Женщина, которой имя мать» о творчестве Виктора Кушманова пишут: все образы в лирике поэта чистые, неожиданные и нежные. Образы природы, как храма, родины, как прекрасной девушки с тяжелой судьбой, пропитаны чувствами и переживаниями автора. Наполнен искренней любовью образ матери в творчестве поэта. Судьба его матери была тяжелой и трагичной. Виктор Кушманов потерял свою горячо любимую мать, когда ему было всего 3 года. Анна Афанасьевна, донская казачка, в конце 1929 года была привезена в спецпоселок Ниашор, как раскулаченная. Ей пришлось пережить и голод, и холод, поэтому Анна Афанасьевна рано ушла из жизни. Маленький Виктор жил в основном в детских домах. В своих произведениях Виктор Витальевич вспоминает о маме с большой нежностью и любовью и рисует ее образ таинственным и неразгаданным. Милая, с кувшинками болот, с гарью леса, мокрою листвою, снова принимая обожжет Родина березовой корою белых рощ. У заводей глухих к сердцу подползет зеленый шорох. Отойду, покинет душу холод, и опять начну писать стихи. По тропинке через бор и гать женщина пройдет в простом платке с белой птицей в тоненькой руке. Женщина, которой имя мать. Но я крикнуть «мама» не спешу. Нет ее. Есть жизнь и зелень листьев. Но когда хочу ее увидеть, я стихи о родине пишу. Я никогда не слышал, чтобы говорили «Америка, мать». Зато все знают матушку Россию. Что это такое? Это дом, где ты родился. Это твоя мать, семья, твои друзья, земля, на которой ты живешь, которую любишь. Я родился в тяжелое время. Мою юную маму выслали из Воронежской губернии, и я появился на свет в продуваемом всеми ветрами бараке. Она умерла очень рано. Детство и юность мои были невеселыми. И лишь спустя много лет я понял, почему мне удалось выжить. Меня согревали не только мамины руки, но и земля, травы, речка и даже снег. Думаю, что со всего этого для меня начинается Родина. Извините, я позволю себе поправить. Виктору Витальевичу маму выслали не из Воронежской области, а Волгоградской. То есть она была Сталинградская область по тем временам. Но в источниках, видимо, пишут, поэтому юноша, конечно, читает, что с Воронежской области. Со Сталинградской области. По документальной и так далее. Сталинградской области.
Ушманов словно ведет предельно откровенный и лирический репортаж о своей судьбе, судьбе страны и народа, обжигающий огнем прозрений, отмечает поэт Александр Суворов. Он видит все тонкости, он замечает все полутона, он слышит музыку жизни, смех, крики и стоны. Он вбирает в себя нежность травы и любимой женщины. Он сердцем помнит свое детдомовское сиротство и безрадостную жизнь в спецпоселке Ниашор. В нем вспыхивают ответная музыка, ответная нежность, но ему больно и горько. Не случайно так много в его стихах трагических нот и строк. Я был маленьким, когда меня увезли взрослые из этой страны и поселили в коммунальной комнате. Чтоб не ревел, подсунули мне медвежонка плюшевого, грустного, как ночь без звезд. Мне показывали деревья в парке, не настоящие, аккуратно подстриженные. Настоящие остались там, откуда меня увезли. Мне молоко покупали на рынке по городской цене. И я только в школе узнал из книг про ферму, подсолнухи и про комбайн. Все это было неинтересно, и я забыл о стране, из которой меня увезли. А сегодня, послушайте, я вернулся на родину и упал в траву, и лежал в ней, раскинув руки. Это была не та трава, на которой написано «не топтать». Это были не те деревья, которые растут на асфальте. Я пил воду из колодца, прохладную, как девичьи щеки, когда их целуешь зимой. Оглохший от счастья, закрыв глаза, я пил долго и жадно, как будто впервые пил. Я видел стадо коров, стадо добрых громадных глаз, похожих на лесные озера со звездами на дне. Я видел лесное озеро, в котором живут русалки. Я видел этих русалок, трепещущих и дрожащих, с каплями воды на плечах и губах. Я спал в стоге речного сена, нежного, как первый дождь. Я видел рожь, которую молотили, и зерна ее, как тысячи солнц, горели в моих ладонях. Я почувствовал себя обворованным, маленьким. Мне было стыдно, когда я вспомнил, что, шагая в свою коммунальную комнату, я стеснялся нести по людному городу в руках буханку хлеба. В деревне пахло хлебом, деревьями, звездами, воздухом. Ведь там, где чувствуют запах хлеба, там чувствуют запах звезд. Я все это увидел за одни сутки, за 24 часа. Сколько бы я увидел за 24 года, если бы не взрослые люди, которые меня увезли из этой страны, когда я был маленьким. Уезжая, я хотел прощаться на лесное озеро, в котором живут русалки. У меня в левом кармане, у самого сердца, звенели осколки звезд. Я собрал их в этой стране и разбросал у себя в коммунальной комнате. И разбросал я везде. На диване, кровати, да и просто на паркетном полу. Вот только эти осколки не горели. Они тут же погасли. Ведь эти осколки выпадают вместе с росой по утрам только в той стране, откуда меня увезли, когда я был маленьким.
стихи Кушманова, думаешь, что счастлив тот, кто сумел уйти от расплывчатых понятий и образов Родины и увидел ее в одно поистине счастливое мгновение в отчим обветшавшем доме, тихой труженице деревни, простых земляках своих, и сумел осознать себя частью их, а с ними частью истории народа, читаем в статье «С теплом в сердце». Становясь с опытом лет гражданином мира, важно не перестать быть гражданином родного города или села, своей улицы. О любви к малой родине Виктор Кушманов писал всю свою жизнь. Много песен написано на эти стихи. Как отмечает в статье «Сотрясение души» Михаил Герцман, в Коми больше не было русскоязычного поэта, на стихи которого написали бы столько музыки, только с великим Яковом Перепелицей, чьи мелодии конгениальны стихам Кушманова. Они создали более 300 песен. На стихи Кушманова почему-то всегда хотелось писать музыку. Песни Кушманова и Перепелицы навсегда остались звучащим дневником нашей республики. Уже еще Михаил Светлов говорил, что слова — это душа песни, а музыка — это крылья ее. И, в общем, к этому жанру я всегда отношусь, очень ответственно. Почему? Потому что это малый жанр, малая форма, и он должен, так сказать, сконцентрировать в себе и настрой, и состояние. И здесь вот, когда получается, так сказать, сплетение музыки с текстом, получается то, что нужно. И тогда песня уже ищет своего исполнителя. Вот, к примеру, взять мою песню, довольно давно я ее написал, «Деревенька моя», вот такая, которая стала, стали ее исполнять часто. Мне это было, конечно, радость, но песню написали мы с поэтом Виктором Кушмановым, такая песня. И как-то начало этой песни было в деревне Филипповской на Печоре. Я там часто бываю. И уже после того, как мы писали песню, мы туда ездили. И после этого ездили. Я вот помню, одна пожилая женщина говорит, когда мы встретились, она говорит: ты, говорит, что это ты написал песню-то про деревню? Я говорю, я написал. Хорошая песня, хорошая. Это было для меня, как говорится, самые высшие оценки.
как там журавли, дом разимый, дом сосновый, на краю земли прилетел лебедь ясный в майскую зарю. Я тебе, мой край сосновый, песенку дарю. Деревенька моя, не грусти по большим городам, по тебе, пусть грустят города и столицы. Деревенька моя, многоконечно висят города, да качаются лодки, как белые птицы. Волны речки мягко плещут, в небе облака, на одной земле деревня с городом Москва. По одной земле мы ходим, самой дорогой, водим песни хороводы под одной звездой. Деревенька моя, не грусти по большим городам, по тебе, пусть грустят города и столицы. Деревенька моя, многоконечно висят невода, да качаются лодки, как белые птицы. Уснул у изгороди, в мятой траве с осыпанной пыльцой. И деревенские ребята, оберегая мой покой, накажут бабам у колодца потише воду в ведра лить. Когда еще домой вернется, пускай на родине поспит. Уже уставший, мир узнавший, беду и радость, страх и гнев, давно в родной траве не спавший, домой вернувшийся, не павший в чужом краю, в чужой стране, живой, лишь чуточку уставший, уснул я в праздничной рубашке, в пыре, лютиках, ромашке, на радость детям и букашкам и многочисленной родне. Уснул, и только. Все событие, и что тут много говорить? Живой, здоровый, неубитый, в сырую землю не зарытый. Посплю, и снова буду жить. Лиственный ручей. В молодости я написал рассказ о своей любви к этому поселку, своей малой родине. После ее публикации молодежи Севера меня вызывает секретарь обкома комсомола и начинает на меня рать. Там, мол, живут враги народа, а вы тут со своей любовью. Я едва сдержался, только сквозь зубы процедил. Знаете что? Для вас он может и поселок врагов, а для меня родина. Иногда вдруг такая горечь подступает, такое непреодолимое желание поехать туда, посидеть на крыльце. С тоской понимаешь, что ничего этого уже нет. И вот однажды срываешься и едешь туда, и бродишь по полю. Виктор Кушманов – сын и гражданин этой страны, и все, что переживала она, переживал и он. А поскольку не переставал он быть поэтом, переживал, как и положено поэтам, острее и больнее многих. А иначе
откуда возьмутся стихи, размышляет Александр Суворов. Они ведь не из чернильницы берутся, а из сердца. Капелька воды на незабудке, горький запах трав далеких лет. Кто я родом? Кто такой? Откуда? Что сказать на это мне в ответ? Рассказать, что я родился в Коме, там, где тлеет медная заря, на равнине в синем окоеме, в грустных песнях прадедов зырян? Рассказать о всех приметах рая, небо, звезды, долг пересказ. Сторона зырянская такая, как начнешь, не кончится тот сказ. И, конечно, до кровинки малой ты, как Русь, от печки до крыльца, потому что Русь дала мне мама, сторона зырянская отца. И когда пишу стихотворение на великом русском языке, вспоминается мне Коми деревенька на одной таинственной реке. Кто теперь, скажите я, откуда, о каком мне крае вспоминать в час, когда прощаться с вами буду и навеки землю покидать? В миг последней беспредельной грусти, в час ночной или в утреннюю рань, русский, скажет сердце твердо, русский, тоже сердце скажет из зырян. Народа, простого народа, рабочих крестьян, наших матерей, отцов, наших прадедов, ценились особенно те песни, где каким-то фактом присутствовало чувство места, где они родились, росли. Когда я пытался писать песни, мне хотелось, чтобы в нем, в тексте были всегда приметы родного края. В данном случае нашего родного северного Коми края. Вот почему появилась рябина. Ну что может быть еще ярче выразить нашу скромную неброскую Коми природу? Всем, кто полюбит, и всем, кто любит.
Виктора Кушманова называют одним из самых лиричных поэтов Коми. Писал Виктор Витальевич всегда от сердца и в каждое произведение вкладывал свои чувства и переживания. Вера Латышева в своих статьях отмечала талант поэта и писала: «Богатство тропов художественных средств – неотъемлемая черта лирики Кушманова. Тропы рождены эмоцией, эмоция поддержана и украшена тропом. Образы, созданные в их слиянии, сказочны, необыкновенны и в то же время неотделимы от земли, от реального мира». Лирика Кушманова эмоциональна, язык ее гибок и легок. Слог его метафоричен, интонации напряженны, эмоции откровенны. Поэт не стесняется быть чувственным, чувствительным, ранимым, неуверенным, добрым, нежным. В этом впечатляющая сила его стихов. Творчеству поэта и его предназначению посвящено следующее стихотворение. Простите снег, деревья, дождь и рожь, простите птицы и река печён, что долго жил, а так и не дорос до нашего простого разговора. Войду в избу, где чисто и светло, которую до окон замело чистейшим снегом, а я в рубахе белой. В сарае сохнут лодка и весло, а на столе бумага и перо. Пора писать серьезно, просто, смело, чтобы не стыдиться северной реки и белокрылых птиц в вечернем поле, чтоб были настоящие стихи, до радости, до нежности, до боли. По словам самого поэта, увлекаться лирикой и созданием стихотворений он начал еще в лесотехническом техникуме, где и был впервые замечен его талант. Это был, несомненно, феномен в нашей литературе, пишет Валерий Туркин. Рядом оказались люди, тонко чувствующие проявление таланта. В поэзии таким был Серафим Алексеевич, поминавший Виктора вдаль светлую и преподававший ему первые уроки литературного мастерства. Обогрели вниманием юношу и газетчики, приобщившие его к чувству языка, к тому, чтобы зарабатывать на жизнь словом. Я видел, с какой нежностью, с каким тактом относились к нему матерые журналисты. Владимир Новоселов, Владислав Чистяков, Анатолий Смирнов, Виталий Мерц. Удивительно быстро Кушманов научился быть редактором своим газетным текстом, стал обходиться без чужой правки, а уж стихи отшлифовывал с предельной тщательностью. Все это было учением на ходу, как губка впитывал он необходимые навыки, а косились на него за его независимость. Вот чего уж никогда не наблюдалось за ним, так это умение юлить, склонности к подхалимажу. Вот и получал он шишек больше других. Владимир Новоселов рассказывал, что какое-то время Кушманову пришлось работать дворником, так как редакциям запретили не только брать его в штат, но и публиковать заметки. Из воспоминаний Виктора Кушманова. Я работал в газете «Молодежь Север». В стране велась пропаганда моряков производства. Я поехал в Усинский район, в глухую деревню, где и трудилась одна из таких моряков, и ужаснулся. Она ходила по узкой тропе золотой, ежедневно, по много раз таскала ведра, чтобы напоить 30 коров. У нее были опухшие, все в шрамах руки и распухшие от мороза лицо. И я написал в статье: какой же она моя, если она так несчастна? За это меня уволили из молодежки постановлением обкома комсомола. Виктор Кушманов называл себя литературным рабом, то есть работником. Однажды выдал такие строчки:
Я был рабом 2 областных газет. Писал, что скажут. Честно, не для денег. Странно, но его поэзия на редкость материальна, отмечает в статье «Сотрясение души» Михаил Герцман. Ее, как ничью другую, можно взвесить и измерить. Только надо помнить, что обычная система мер и весов здесь не годится, ибо его поэзия измеряется болью и взвешивается на весах любви. Как он находит слова для выражения постоянного, переполнявшего его преклонения перед вечным чудом, красотой женщины. Женщина. А ведь это слово не часто встретишь в его стихах. Он знал то вечное, трепетное, волнующее, что стоит за словом «женщина», на коме выражено точнее. Аня. Сколько в этом слове нежности, мягкости, закругленности. За ним сразу угадывается доброта, материнское тепло, детские руки. Не потому ли свою старшую дочь Кушманов и назвал Аней? А о рождении второй дочери поэт написал стихотворение «Июнь мне подарил Марию». Июнь мне подарил Марию. Леса горели, рожь цвела, большие шли по небу облака. Я искал цветы на рынке полевые. Мне кто-то из прекраснейших сказал: новорожденным девочкам в России на счастье дарят только васильки. Их собирают дети и старушки во ржи сухой. Ах, эти васильки, рассыпанные солнцем в поле русском, с самой природы, чистые стихи. На рынке продавали мясо, пиво, картофель, лук, томатный красный сок, и пахло новой пылью, старым ливнем, рыжели продавщицы, как укроп. Я обошел три раза рынок этот. За мной тащился пыльный, тихий ветер. Он васильками пах. Он очень грустно пах. Встречались мне таинственные дети, женщины, покупавшие конфеты, девушки с травинками в зубах. Я спрашивал: цветет ли рожь в округе? Цветет, цветет, так благостно цветет, и зреет вся, богатый будет год, вся Русь в пчелином золотистом гуде. Я увидел в мыслях эту рожь, пленительную, медленную дрожь тугих колосьев, детство колыбель и голос матери. Я в этой ржи робел от беспричинной робости и грусти, и бесшабашно, истинно по-русски, на дрожью белой жаданок пел. Я возвращался с рынка без цветов, нес землянику в маленьком кулечке. Руками я касался облаков, и было мне спокойно и легко. Я шел в роддом к новорожденной дочке. Единый образ женщины, матери, любимой, дочери, глубок и символичен в поэзии Виктора Кушманова, отмечает Елена Гельцова. Все стихи Виктора Кушманова – это выражение нежности, любви, уважения к женщине, трепетного восхищения ею. Не унывайте лишний раз. Вы так светлы неповторимо, что я боюсь глядеть на вас, когда проходите вы мимо. Не унывайте лишний раз, чтоб не жалеть об этом после. Вы лучше утром, в ранний час, сходите в гости к майской роще. Вдохните воздух молодой, рукой притроньтесь к листьям клейким.
уметь вас издали любить. Не унывайте лишний раз, чтоб не жалеть об этом после. Вы лучше утром, в ранний час, сходите в гости к майской роще. Кушманова Владимир Демин выделяет три стороны отношений мужчины и женщины. Прежде всего, поэт воспевает любовь мужчины и женщины как часть животворящей и прекрасной природы, как воспоминание о молодости, весне, очаровании жизни. Во-вторых, он говорит о грубой, непредсказуемо прекрасной и трагичной действительности, в которой строятся эти отношения. И в-третьих, он ни при каких обстоятельствах не отходит от главного своего принципа отношений к женщине, возвышенного и целомудренного, ибо всегда воедино связывает три ее ипостаси – матери, жены и дочери. И
выделить сугубо любовную лирику вне ее связи с лирикой гражданской, с лирикой военной тематики. Стихотворение «Родина», «Женский голос в траве», «Деревенские вдовы». Мотивы Великой Отечественной войны и военного детства преобладают в книге стихов «Деревенские праздники». Среди них «Детдомовцы 46-го года», «Без вести пропавший», «Подмосковная роща», «Колыбельная 1942 года». Одним из самых пронзительных произведений этого ряда является документальная повесть Улешовой и стихотворение «Песнь о 112 Улешовых», посвященные солдатам, жителям маленькой коми-деревушки Батьёльцев, погибшим на войне. Трава, покрытая росою, как мы по ней ходили, Улешов. Илья! Семен! Григорий! Феодосий! Викентий! Алексей! Илларион! Иван! Егор! Модест! Ефим! Терентий! Из маленькой на вычеде деревни под крик детей и старый патефон ушли пешком в райцентр, потом на фронт. До лета 41-го крестьяне, а с лета 41-го солдаты. Стройся! Налево! Шагом марш! Остались вдовы, Нюры, Кати, Мани. Летят дожди, летят снега на запад. За ними вслед, за Улешовыми, за ними. Не может быть, что все они погибли, но дочь родной находит лишь могилы. У каждого в семье остались мамы. В одной деревне 112 мам. А сколько это? Много или мало? В одной деревне 112 мам. Во всем сельпо нет столько черных шалей, чтоб шалите в день гибели носить. Во всей деревне крыша обветшали, и изгороди некому чинить. И с той поры над коми-деревенькой на 112 в небе стало меньше звезд. Не выйдут 112 рыбаков весной по травам росным на рыбалку. И 112 праздничных рубашек никто уж больше не наденет. И все это в одной лишь деревеньке. А сколько свадеб люди не сыграли, а сколько женщин мамами не стали, а сколько почернело там берез. В деревне ночью шепчутся деревья. Илья! Семен! Григорий! Феодосий! Викентий! Алексей! Илларион! Иван! Егор! Модест! Ефим! Терентий! Все 112 Улешовых. Виктор Кушманов говорит о трагедии народа в годы войны, пишет о ГУЛАГе. Этой теме посвящен ряд стихотворений в сборнике «Вино печали и любви» и поэма Нёбдинца «Виктор» рассуждает о судьбе коми-деревни. Поэзия и журналистская работа Виктора Кушманова много лет шли бок о бок, помогая друг другу, пишет Юрий Ионов. Энергичный, жизнерадостный газетчик с глазами, будто жадно старающимися познать мир, охотно мотался по просторной республике в поисках новостей молодежной жизни, отыскивал факты героической и трагической истории своего края, и это находило отражение сперва в очерках, а со временем и в художественных произведениях.
С бесконечной нежностью автор изображает в ней обычных обитателей захолустных северных селений, подчас неприкаянных, неловких, нестойких перед слабостями и пороками, но всегда, по большому счету, честных, ищущих правды, справедливости, сострадающих друг другу. Край ты мой рябиновый, хмель лесных ветров, песни журавлиные, музыка без слов. С неба прокричала мне стая журавлей, ни конца, ни края нет, ни конца, ни края нет. У земли твоей, у земли твоей, ни конца, ни края нет, ни конца, ни края нет. У земли твоей, у земли тундре снег печалится, на печоре лед, а в тайге купальница белая цветет. Душу сохранила ты, сердце сберега, скромная и милая, скромная и милая, древняя земля, древняя земля. Скромная и милая, скромная и милая, древняя земля, древняя Значительное место в жизни и творчестве Виктора Кушманова заняли художественная и публицистическая проза и драматургия. Он писал очерки, заметки и репортажи об актерах, художниках, писателях, композиторах, ученых, лесорубах, буровиках, доярках, трактористах. В своем более позднем творчестве, в период работы в драмтеатре, Виктор Витальевич написал пьесы «Любит Кодзов», «Звезда неугасимая» и «Петерим». Но главной музой осталась поэзия песенно-лирическая, с ее вечными мотивами бескорыстной и чистой любви к родине, матери, женщине, к людям, землякам, соотечественникам, современникам, рожденным для счастья. Я всегда притворялся счастливым. Я любил девочку в ситцевом платье. В 6 утра я купался в таежной реке. Меня уважали друзья, платагоны, поэты. Я всегда притворялся счастливым. А однажды, когда надо было быть несчастливым, я не сумел, я не смог. Оказывается, по-настоящему был я счастливым всегда. Да это же просто, как все гениальное. Работайте, любите, не трусьте над собственным телом, не лелейте, не берегите его шрамов. Пусть оно будет естественным и свободным, как крепкое дерево. А главное, чтобы у ваших глаз были глаза, у рук руки, у сердца родина, как, например, у меня тайга. Сердце без родины, как пустой механизм.
насос, перекачивающий воду. Также бы я еще добавил дерево, сосну, яблоню, собаку с глазами друга, охрипшую песню, усталость после работы, хлеб, соль, луковицу, а также любимую, укладывающуюся спать, и сознание того, что жизнь – это вечный и трезвый праздник. О творчестве поэта Александр Суворов однажды сказал: Виктора Кушманова с самого начала его творческой судьбы с кем только не сравнивали. Говорили, что он пишет как Роберт Рождественский, называли его Коми Есениным, находили в его строках мотивы Андрея Вознесенского, но он был просто Виктором Кушмановым, и самоцветный почерк его летящий стиль, его неподражаемая образность и поэтическая атмосфера были незаемными, присущими только ему. А на одном из вечеров, посвященных Виктору Кушманову, поэты пошутили, что сначала, 20 марта, родился Кушманов, а потом, 29-го, 21-го, придумали День поэзии. Спасибо черным христианам, поэтам, древним старушкам, праздничным детям. Троим-то спасибо, Ахатке и Рябине, спасибо России, непобедимой, матушке милой, ушедшей давно. Спасибо вам хлеб и спасибо вино. Спасибо, что жизнь ты всегда такова, умнее прокурора, умнее ЦК. Спасибо, судьба получилась такая, что Родина это, а не трудно. Спасибо всем большое за внимание. Для вас сегодня прозвучали стихотворения в исполнении студентов 3-го курса отделения актерского искусства. И песни в исполнении студентов отделения вокального искусства колледжа искусств Республики Коми. Концертмейстеры Ольга Тормакова и Марта Сухарева. Тяжкие и печальные дни. Дай Бог